Борис Васильев в списках не значился. У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник. Сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. «Назовите ваше звание и фамилию», — перевел Свицкий. «Я русский солдат». Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось. Этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова что-то спросил. «Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию». Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал, и плакал уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам. Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд, и густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке. «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?» Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.